Тая Лидия Бичеволовна, 1942 года рождения, работала в школе 40 лет, высшая категория родной язык литературы, старший учитель, отличник народного образования РСФСР, ветеран труда, медаль имею. 1986 года я оформилась на очередь благоустроенной квартиры в Кызыле. Не простой очереди, а в очереди знаменитых педагогов. Имея такие награды, поэтому, видимо, включили меня в тот список. Моя просьба, почти 40 лет жду, очередь была тогда, 137-й был очередь. Теперь я почему-то стала 1000 чем-то очереди. Ой-ой-ой-ой, понятно. Суть вашего вопроса, просьбы вашей. Почему до сих пор все обещают, до сих пор мне не предоставили. Уже начали строить квартиры. Покажем ваш дом. Там он капает, с крыши капает. А где квартиры ухоженные 25-30. Поэтому я в такой пришлось жить. Мне обещает меря. Капает? Капает. Да, капает, да, вот. То есть штукатурки прямо вот. Капает, сыпается сколько. Понятно. Ну, дом, да, видно, что квартира в таком аварийном состоянии. Штукатурка сыпается, вот буквально видно, это понятно все. Уважаемая Анжелика Егоровна, я обращаюсь к вам. Мне уже 80 лет. В 19 году попросили мере книги написать детям в честь столетия республики. Я написала, а сейчас уже 22 год. Ну, я так понимала, ну, вы тоже мне помогите, я вам помогу книгами, ага, хорошо, на родном языке надо в селах и деревень. 86 года все жду квартиру, до сих пор никак не получила. Я же уже получила отличник народного образования. РСФСР у меня медаль есть, старший учитель медаль есть. Я надеюсь, с надеждой обращаюсь к вам, помочь мне как-то содействовать, потому что 30 с лишним лет жду. Там напуталась очередь моя. Ну что, дорогие друзья, вот такие условия, как вы видите, как будто вот послевоенное время. Там он капает. Вот, активисты КПРФ, комсомольцы и активисты городского контроля помогли бабушке сегодня здесь убраться, помыли полы, помыли окна, протерли стены. Вот, и... Так, ну что, дорогие друзья, вот немножко купили продуктов бабушке. Молоко, овощи. То есть, как могли, помогли. Дальше будем уже обращаться в соответствующие инстанции, поможем бабушке, нашему ветерану, вот, исполнить ее просьбу.